Депутат Сурабальдиева Эльвира Джергалбековна, да? Рахмат Дастен Арцпекович. Олег Михайлович, вы помните, да, на комитете я была против и просила коллег не поддерживать, но так как письменным опросным методом все-таки в парламент вы провели, я те же вопросы хочу задать о детализации. Вот скажите, пожалуйста, что такое укрепление и использование в Кыргызской республике услуг, имеющих значение для качества? На это будет израсходовано 1,6 миллионов евро. Значит, данный компонент реализуется при поддержке Германского института физики. И у нас очень важным направлением для продвижения экспорта является поддержание нашей эталонной базы и системы метрологии в состоянии, которое соответствует международным стандартам. Вот этот компонент направлен именно на то, чтобы наш Центр стандартизации метрологии имел возможность содержать эталоны, проводить калибровку эталонов, сверку эталонов, сличение. Конкретно вы обучать специалистов своего отдела методологии будете или какое-то оборудование будет? Нет, на оснащение это пойдет? На что именно это пойдет? В данном случае при Центре стандартизации метрологии работают специалисты немецкого института физики, которые оказывают институциональную поддержку нашему Центру стандартизации метрологии. То есть мы физически деньгами это не получаем, оборудование не получаем, именно консультационными услугами получаем. То есть это иностранные специалисты приедут обучать будут сотрудников Минэконома? Да. Не Минэконом, Центр стандартизации метрологии. Оно при Минэкономе? При Минэкономе. Но это и есть ваш сотрудник. А как вы набираете таких неквалифицированных, которых надо обучать? Ну, дело в том, что это достаточно наукоемкая и быстро меняющаяся сфера, а Германия является одним из передовых стран, которая обладает уникальным опытом. Сколько там сотрудников, извините? Ну, конкретно количество там, часов человек будет определено отдельным соглашением. Сколько сотрудников в вашем отделе эта методология работает? Это не отдел методологии, это Центр стандартизации. Хорошо, сколько человек там работает? Сейчас, одну секундочку, я дам точную цифру. 1,6 миллионов. В центре сколько человек работает? Мне просто интересно. Это на целое министерство можно потратить обучение. Значит, Центр по стандартизации и метрологии у нас получается 45 сотрудников плюс 8 топ-МОП. Чтобы вот этих 45 сотрудников обучить, вы потратите 1,6 миллионов евро. Коротко и ясно. Да? Нет? Да, абсолютно правильно. Странно. Так, дальше. Скажите, по строительству социального жилья 9 миллионов евро. Кому вы будете строить? Или это будет как бы сопутствующий ГИКу идти? Госипотечной компании помощь будет? Что представляю? Уважаемая Эльвира Джергалбековна, эти 9 миллионов – это вторая фаза тех средств, которые поступают от КФW. Первая фаза 11 миллионов, о котором мы уже говорили до этого. Значит, 8,5 миллионов пойдут на строительство жилья эконом-класса в сельской местности. И 500 тысяч мы будем направлять на то, чтобы... Кому будут предназначены эти дома? Или это в ГИК пройдет то, что бюджетники будут получать для учителей и врачей? Не бюджетники, это для всех категорий граждан доступная ипотека, поскольку у нас средства ограничены, а для работников небюджетной сферы средств нету. Поэтому мы договорились с немецким банком развития, что эти средства пойдут на строительство жилья для работников небюджетной сферы. И сколько будет квадратный метр стоить? У нас там есть сейчас расчеты, что в сельской местности не более $400 за квадратный метр. Они сами будут строить, это индивидуальные дома, и техническая помощь направлена на то, чтобы эти люди с низкими и средними уровнями доходов могли получить готовый типовой сельский проект, который будет одобрен райархитектурой. Проектно-сметная документация будет тоже подготовлена заранее, и они будут строить эти типовые дома для себя. Хорошо. И скажите, пожалуйста, Олег Михайлович, перспективы для молодежи. На это вы потратите 4 миллиона евро. Что это подразумевает? Только, пожалуйста, коротко и конкретно. Эльвира Джергалбековна, там несколько компонентов. В первую очередь они направлены на 20 муниципалитетов, которые заранее были определены вместе с нами. В первую очередь это будет решение вопросов занятости на местах в регионах для молодежи. Каким образом вы путем потратите поддержки эти грантов. То есть в первую очередь они их обучат проведению и ведению бизнеса на местах. И в последующем будут выдавать сами же гранты для них.
То есть это 4 миллиона евро пойдут на стартапы? Можно это назвать стартапом, но это больше бизнес-проекты, которые нужны для местности, именно той локации, которую они отобрали. Это Айыл Өкмөттөр. Хорошо, дальше. Содействие трудоустройству 3,5 миллионов евро. Расскажите подробнее, пожалуйста. Реализует его будет агентство начального профтехобразования в основном и по 3 направлениям. Это профориентация среди школьников и безработных граждан. Профориентация среди школьников, вы имеете в виду выпускников 9 классов? 9 и 11, в основном да? 9, да. Ага. И потом организация краткосрочных курсов с охватом 1700 человек, молодежи и женщин. Это 3 области отобрано. Баткен, Жаллабад, Чуй. 1700 кишиге 3,5 миллион евро коротойын деп атасыздар. Жоқ, бұл екінші направление, краткосрочный курсы. Қанша школьниктерді охватывает деп атасыздар ошондо? Школьниктер болсо, андай саны жоқ менде, но то, что вы сказали, 9-классников были выпущены справочники на первой фазе. И на второй фазе эта работа будет продолжаться среди безработных и среди 9-классников. И 3 направление – это организация независимой сертификации и валидации. Это которые имеют какие-то навыки и профессиональную подготовку, но не имеют соответствующего документа, чтобы... То есть, опять-таки, Да. вот эти 3 миллиона евро уйдут на обучение. То есть вы будете платить иностранным специалистам, чтобы они обучали наших школьников. Не иностранным, а нашим вот, профтехобразованием, учреждениям, которые занимаются... Да. Рахмат. Кийинки сөз